Я от души искренне поздравляю Михаила Ефимовича с 85-летием и всех присутствующих с этой юбилейной датой. Великий итальянский государственник, философ и историк Макиавелли писал: умы бывают трех видов. Первый – все узнает сам. Второй – поймет то, что делал первый. А третий – не поймет того, что делали, и сам еще не делали. Поэтому я должен сказать, безусловно, Михаил Ефимович относится к первому виду. Я Михаила Ефимовича знаю с 1974 года. Это прокурор 48 лет. Когда я работал в Менградовской школе 8 лет директором школы. Он работает в Верхнеуральском Улусе районе первым секретарем. Находил время 9-10 часов, приезжая в город Иркутск на пленум или какой-то позактив, выезжая туда, чтобы ознакомиться с работой нашей школы. Потому что наша школа была передовой по постановке методической работы среди учителей, по постановке совместной работы школы среди общественности, по организации летнего труда учащихся, а также мы, безусловно, лидеры на всех олимпиадах по черчению. Тогда было уже известно, что Михаил Ефимович смотрел в поле, от чего начинается развитие. Он не инвестировал прямо в производство, а он говорит, что надо инвестировать в человека, а через человека в производство. Говорят, под старость глаза перемещаются на затылок. И начинаешь видеть только назад, а не вперед. То есть живешь только воспоминаниями, а не надеждой на будущее. Несмотря вот на такой постулат, я бы позволил сделать несколько говорить слов в адрес Михаила Ефимовича. О его кадровой политике. Он в своей кадровой политике придерживался кредо великого русского философа Ивана Ильина, который говорил: не искореняй, не подавить, не проводить чужую кровь, не задушить иноплеменные наслаждения, а всем дать выход в единую родину. Сердце блести, всех примирить, всем дать твориться по-своему, трудиться по-своему и самых лучших всюду вовлечь в государственное культурное строительство. Так, немец Эстерлейн у нас был назначен главой Менградовского улуса, украинец Анатолий Ларченко был назначен главой Нижнеколымского улуса, Гафаров Рафик был назначен директором Лениннефтегаза, азербайджанец Агамали Мамедов был назначен директором одной из крупных учреждений, а Алиса Витагыл до сих пор работает директором цементного завода. А грузин Запрос Никитзе был назначен одним из руководителей нашей северной авиакомпании. А представитель молодежных заводов Андрей Васильевич Лошадкин, Мария Погадаева, да и другие, Ульяна Янкурова, были назначены на различные должности и посты. Он очень придирчиво, очень тщательно подходил к подбору кадров. Я хорошо помню работу в кадровом департаменте. Сначала мы назначали глав улусов, не было задачи выбора. И первое поколение наших назначенцев, скажем, тот же Эстерлейн, Скай Василий Васильевич Менградов, Артемий Георгиевич
Георгий Михайлович из Татарского уста. Вот Филипп Горохов Иван Иванович, Верховенского уста глава. Сукуев Семен Павлович из Монского уста. И другие добросовестно, ответственно, без никаких помадок выполняли свою работу. А сейчас вы все знаете, какая у нас ситуация с кадрами, даже в вузах, именно тех наших. Я еще хотел бы говорить о том, что Михаил Ефимович фигура не только политическая, не только нашей республики, но и российская фигура, но и международная фигура. Потому что он один из тех, кто встречался со многими ведущими лидерами мировых держав, будучи президентом Республики Саха-Якутия и работая заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания. Так он имел возможность встречаться с президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем-старшим, Биллом Клинтоном. Он имел возможность встретиться с императором Японии Акихито. Он имел возможность встретиться с президентом Израиля Вейдекером. Он имел возможность встретиться с великим королем Швеции Карлом Густавом XVI. Он имел возможность встретиться с основными главами южноазиатских стран, скажем, Вьетнама, Ким Чен Ын, Ким Ир Сана из Южной Кореи, президентом Монголии Курталмагином Ачирбатом. Он имел возможность встретиться с президентом Исландии Олафуром Гринсоном, президентом Финляндии Маттиас Тисаром. Он имел редкую возможность встретиться с двумя самыми высшими фигурами Китайской Народной Республики. В 1994 году, будучи президентом республики, он встречался тогдашний президент КНР Дэн Демин. А 10 лет спустя, будучи заместителем президента Федерального собрания, встречался с Пузинтао, вот китайским лидером. Он имел редкую возможность выступить с трибуны Организации Объединенных Наций. Имел редкую возможность выступить с трибуны Европарламента в Страсбурге. Он имел редкую возможность выступить с трибуны Индийского парламента в Дели и так далее. Какой еще губернатор или же президент соответствующей республики в масштабе России имеет такую практику встречи с такими выдающимися лидерами? Потому что в 90-е годы появились на нашем российском небосклоне очень сильные фигуры. Они блеснули как кометы, но в то же время они быстро угасли или уходили с политической сцены. А Михаил Ефимович свои 85 лет и по сей день пользуется глубоким уважением, авторитетом и почетом не только в нашей республике, не только в Российской Федерации, но и в международном масштабе. Я хотел бы сказать о том, что Михаил Ефимович, в чем секрет его успеха? Потому что он выходец из простой крестьянской семьи, человек, который в детстве испытывал трудности, человек, который в детстве 5 лет потерял своего родного отца, а 1 год жил в землянке на Жиганском берегу реки Лена. Человек, который беспутную радость испытывал от куска лепешки, хлеба, маленькой лепешки. И потом он ценит людей труда, ценит труд людей, других людей. Вот поэтому с ранних лет он был воспитан на самодисциплине и уважении других людей. Я хорошо помню, он очень много встречался с людьми, приглашал ученых, артистов, главбулусов, простых рабочих, вот крестьян, фермеров, крупных чиновников из России и нашей республики. Он генерировал их идеи очень четко, внимательно и слушал, но и слышал. Вот так. Некоторые нас только слушают, а не слышат, не другие. Вот в этом его отличие от других лидеров.
Ну, поэтому я говорю, что он достойнейший сын своего народа, душой и сердцем хранящий его духовное, его щедрое богатство. Он является сегодня нравственным моральным стержнем, ориентированным на беспрекословное служение своему народу и республике и так далее. Но поэтому, дорогие друзья, находясь в этом обиталище вновь обустроенном, сегодняшний день очень символично, что мы проводим в этом замечательном обиталище. Позвольте пожелать нашему президенту самое главное здоровья и чтобы его слава не угасла. Просто диву даешься, когда узнаешь, что какой карманной территорией Михаил управлял нашей республике. Ну вот он хотя бы вот такие факты. Скажем, Ангинский улус по территории не самый крупный. Территория Ангинского улуса равна территории целого государства Армении. Территория Булузского улуса больше, чем территория государства Беларусь. Территория маленького Таткинского улуса такая же, как Великая Чувашская республика в европейской части России. Вот даже возьмем вот Оленецкий улус. Оленецкий улус по территории 1,3 раза больше, чем Англия, Великая Англия, Великобритания. Поэтому не выдается, как он смог управлять такой гармонной территорией именно на наших северных больших широтах. Поэтому я думаю, что высшее руководство Российской Федерации должным образом оценить труд великий труд нашего первого президента Михаила Николаева. Ведь президент Ингушетии был героем России, президент Чечни – герой России, президент Татарстана – герой труда России. Почему бы нашему первому президенту вот за столь героический труд не предоставить самую высшую награду Российской Федерации?